Девятиклассник из Уфы изобрел костный имплант. Родион Воронин работал над проектом с 4 школьниками из других городов России. Свое изобретение юные ученые презентовали на смене «Большие вызовы» в образовательном центре «Сириус» в городе Сочи. Наш корреспондент Радмир Азнабаев пообщался с уфимским вундеркиндом. Ученик 83-го лицея Уфы Родион Воронин вместе с командой из 4 человек в течение месяца разрабатывал имплантанты нового поколения для замены костей. По словам школьника, существующие на рынке экземпляры имеют ряд недостатков. Одни не приживаются, другие дробят кость, а некоторые недостаточно прочные. Именно поэтому он решил разработать имплантант не из одного материала, а из нескольких. И благодаря этому человек будет ощущать инородное тело частью собственного организма. Множество имплантатов на данный момент делают только из металлов, допустим, из титана, прочность которого превышает прочность кости в несколько раз. Кость человека на местах скрепления начинает дробиться. Наш имплантат состоит из нескольких материалов, и титан там несет как раз-таки основную механическую нагрузку. Но конкретно с костью и с ее срезами не взаимодействует. Школьники изготовили необходимые материалы, смоделировали на компьютере имплантант и провели биомедицинские исследования. Результаты показали, что разработка применима и полезна. По результатам конкурса «Большие вызовы» команда Родиона Воронина получила диплом победителей смены. Я планирую активно участвовать в олимпиадной деятельности, а также продолжать научную работу и поучаствовать в еще нескольких программах образовательного центра «Сириус». Родион Воронин увлекается химией с ранних лет. В 7 классе мальчика взял под свое крыло заведующий кафедрой химии БГПУ Иван Борисов. Вот уже несколько лет после школы парень занимается в педагогическом вузе со своим наставником. Родион полностью изучил 2 научных направления – наноиндустрия и рациональное природопользование. Впрочем, этого ему хватило для изобретения костного имплантанта. Он научился ставить эксперименты совместно с нашими аспирантами, магистрантами, бакалаврами. Те задания, которые мы даем студентам, то же самое выполняет и школьник. Благодаря успеху на больших вызовах Родион вместе со своей командой сможет реализовать научные проекты с учеными Московского государственного института стали и сплавов, непосредственно в лабораториях вуза или удаленно. Радмир Азнабаев, Эдуард Гайнанов и Азат Тузбеков. Новости Уфа.